Вы слушаете аудиоподкаст «Дерс», посвященный истории народов Крыма. В этом эпизоде курса лекций кандидата философских наук Надира Бекирова вы узнаете о том, кто населял степи Золотой Орды после чумы, кто такие нагаи, почему у них никогда не было своего ханства, процесс их вхождения в состав крымских татар в период Крымского ханства. Также узнаем, что объединяло степных татар Крыма, нагаев и предгорных тавгачей. Вообще о степях Золотой Орды после чумы следует сказать несколько отдельно. А кто, собственно говоря, жил в этих степях? Потому что, когда мы вспоминаем уже после Золотоордынскую историю, то обычно говорим о Казанском, Астраханском, Крымском ханствах и так далее. Где-то немножко упоминаем Большую Орду, которая как раз была разгромлена, как оказалось исторически, на свою голову союзом Крымского ханства и Московского государства. Но именно потому, что вот эти пространства от Дуная до Волги в настоящее время являются в значительной степени и политически, и этнически территории Украины и России, заселенные преимущественно украинцами на Западе и русскими, там в том числе поволжскими русскими, донскими русскими и так далее, в Краснодарском крае и прочее, и не только в Краснодарском, но и в Харькове, и в Пензе, и в Тамбове, славянским населением, то как-то историкам не так уж сильно приходит в голову подумать, а как же так? Это же самая центральная область Золотой Орды, а все, что мы называем постзолотоордынским ханством, скажем, Казанское или Крымское, это в известной степени и даже в буквальном смысле это окраины Золотой Орды. А центральная часть ее населения куда же делась? Я уже говорил, что это коснулось чума и поход Тимура, но и потом многосотлетнее запустение, которое постепенно заселялось казаками. Но, собственно говоря, вообще от него что-то осталось, от этого населения степей Золотой Орды, центральная ее часть, которые, собственно, составляли ее войско. Да, осталось. И мы знаем потомков этого населения, этого улуса, сейчас под именем Ногаев. Но, опять-таки, широко в истории, когда начинают говорить о Ногаях, вспоминают об их первом эмире Эдиге и о первой столице Сарайчик, или совсем уж по-ногайски Сарайшик, который был на реке Урал, Джаик, за Волгой, и отсчитывают ее от того времени. Хотя это не начало истории Ногаев. Начало истории – это улус Ногая, как раз крымский юрт, и та самая территория от Дуная до примерно столицы городов Золотой Орды на Итиле, на Волге, на Иделе. И как раз именно этот улус больше всего и потерял население, основное свое в результате чумы и походов Тимура. А за волжские Ногаи во главе с Эдиге это относительно небольшая часть улуса, которая не вмешалась или ушла от этой войны между Золотой Ордой и Тимуром, оказалась не затронута этой войной и оказалась сохранившейся, и потом она уже выходит опять на эту же территорию под именем Ногаев, но первоначально интересно, что и тогда, и позже это название отождествляется еще и со словом «мангыт». Слово «мангыт» находится или присутствует в названиях тюркских родов разных народов. Где-то оно почти что в чистом виде сохранилось, как у казахов. Скажем, где-то в исторических источниках какая-то часть предков казанских татар называла себя мангытами, какая-то часть нынешних ногайцев называла себя мангытами. С этим именем не все ясно, потому что большая часть источников просто фиксирует, что такие есть. Но надо сказать, что мангыты – это были
не просто один из родов, не просто одно из племен. Это была аристократия и своего рода белая кость. Трудно сказать, это было, как часто в истории тюрков, лидирующее племя, одно из лидирующих племен, или это был какой-то слой в разных тюркских племенах, или это были потомки какого-то аристократического рода, но оно фигурирует в истории тюрков немножко в разном произношении. Это зависит от того, в каком языке оно присутствует. Но само вот сочетание мангыт – это по-монгольски множественное от корня манг, мынг, минг, менг. И сам народ назывался минги или менги. Надо сказать, что они прямо-таки связаны в том числе с Крымом. Учитывая, что они сыграли определенную роль в истории культуры Крыма, мы о ней еще поговорим, обратим внимание, что второй хан крымского ханства носил имя Менгли-Гирай. Менгли, то есть Минговский Гирай. Само Гирай, Гирей, Гирай в разных тюркских языках звучит по-разному. Ну, допустим, у казанских татар Гирай это произносится. И оно, опять-таки, соотносится с тюркским, возможно, первоначально монгольским, но отуреченным в Золотой Орде, как и мангыты, племенем Кирей, Кирай или Караид, Киреид. Иначе говоря, Менгли-Гирай – это Менгский Кирай. Возможно, наследник двух племенных династий – мангытов и киреитов. Я не настаиваю на этой версии, я только обращаю внимание на это и думаю, что вот вокруг этого нужно бы провести специальное исследование. Ногай – это темник, первоначальное имя собственное одного из темников Золотой Орды, управлявшего ее южным, таким юго-западным улусом, включая Крым. Можно констатировать, что, в принципе, нагаи по своему происхождению и культуре были близки степным татарам вообще, поскольку в значительной мере произошли от тех же родов и племен, включая кыпчаков и другие половецкие племена, что и другие татары Золотой Орды. Но вот тоже по непонятным причинам первоначально, или, может быть, это одновременная констатация, в этом нужно разобраться. Вот та группа улуса, которая пошла за эмиром Эдиге и стала переселяться с восточного Поволжья и даже нынешнего западного Казахстана обратно на запад, после того, как уже Золотая Орда распалась, когда закончилась война с Тимуром, когда сами обстоятельства позволили возвращаться на запад, но это заняло несколько столетий. Они сначала назывались мангыты, а потом стали называться нагаи, или они в разных источниках параллельно так назывались. Почему и как, в этом надо разбираться. Но я хочу сказать, что, допустим, даже официальное название столицы княжества Феодоры, которое широко известно и в разных источниках упоминается, Мангуб, в общем-то, ему до сих пор не дано, я, по крайней мере, не встречал в исторической литературе адекватного толкования. Хотя мне кажется, что в нем отражена именно особая специфическая история Крыма. То есть Манг, вот это, может быть, не единственное, но одно из каких-то аристократических тюркских родов. И, как ни странно, Уб или Аб – это немецкое, готское, верхнее. Аб до сих пор в германских языках, во многих, включая немецкий, означает «верх». Мне приходилось встречаться в исторической литературе, посвященной Крыму, с тем, что от готов в Крыму не осталось никаких названий. Да что вы говорите? Другое дело, что вам не хочется видеть эти названия. Например, можно сравнить Мангуб с другим известным крымским названием Ускут. Причем, знаете, что это своеобразная калька одно с другого, но немножко наоборот. Я попытаюсь объяснить. Манг, мынг – это монгольское или тюркское слово. Аб или Уб – это верхнее. Кстати, в том же Бахчисарайском районе есть село, которое сейчас русские называют родное, а историческое его название Уппа. Это очень созвучно английскому upper – верхний. То же самое – верхнее. И, кстати говоря, если посмотреть на расположение и Мангупа, и Уппы, то это горы или холмы.
Соответственно, где-то, может быть, сейчас уже ничего не сохранилось, кроме каких-то там под землей развалин, соответственно, должны быть нижние какие-то селения. Верхние, значит, рядом нижнее. Манг, уп, значит, манг где-то должен быть и в низине. Но ускут, вот это то же самое, сочетание тюркского и готского, только немножко наоборот. Уп или ап, готское – это верх, а в тюркских верх – уст. Но вторая часть – кут. Это трансформированное, ну, или, может быть, так оно так и звучало на древнеготском, на остготском языке. Сейчас никто этого точно не воспроизведет. Это как раз гот. Точно так же, как кутлах или кутлух, то есть готлык. Вот такая языковая трансформация, сближение языков, слияние их в географических названиях в средние века в Крыму как раз показывал очень интересный процесс сближения и создания новых тюркских этносов на базе слияния, взаимной оккультурации, смешения и, как это сказать, появления новых этносов именно на Крымской земле из тех этносов, которые в разное время пришли в Крым и имели совершенно разное антропологическое, расовое, культурное, языковое происхождение. Мангуб – тюрки и готы, ускут – тюрки и готы. Но вернемся к нагаям. В антропологии нагаям в среднем присуща большая монголоидность, чем большинству других европейских тюрков. Из других тюркских народов нагаи, или, как по-русски их чаще называют, нагайцы, внешне больше всего похожи на казахов, с которыми у них действительно есть историческое генетическое родство. Казахи, как и нагаи, собственно говоря, стали формироваться примерно в это же время и примерно по тем же причинам. Однако при ближайшем рассмотрении языка и культуры нагаев и казахов заметно существенные различия. При этом среди нагаев есть значительная часть светлокожих, высоких, серо-зелено-голубоглазых людей, шатенов или даже рыжеволосых, сочетающие все эти признаки с легкой монголоидностью, которая внешне становится заметной, если ты ее ожидаешь и ищешь в облике, а так можешь ее не заметить. Или когда они находятся в среде таких как бы классических европейцев. Собственно говоря, это еще одно подтверждение того, что нагаи, которые складывались в западном устье Золотой Орды, впитали в себя половцев, потому что одна из версий названия половцев половый, то есть рыжеватый, такой светло-коричневый, желтый, русское слово, то есть на русском языке, возможно, свидетельствует об их антропологии, что в отличие от многих других тюрков, в том числе предшествующих канлы или печенегов, они больше были светлые, шатены, светлоглазые и так далее. На фоне печенегов и хазар они могли отличаться именно этим. Так вот, именно западные половцы, куманы, потом уже, чья кровь вошла в состав нагаев, при их сближении с восточными кыпчаками, с монголами и так далее, вот они как раз сказались в том числе и на том, что часть крымских нагаев является достаточно заметно светлой. Это далеко от расхожих стереотипов об облике татар, но светлая слегка монголоидность не такое уж и исключение. Она широко распространена среди таких народов, как финны, саами, удмурты, мари, мордва, часть поволжских татар, чувашей. Скорее всего, это идет от части предков светлых половцев или куманов. Долгое время основным почти исключительным занятием нагаев, в отличие от других тюркских народов Восточной Европы, было кочевое и полукочевое скотоводство с акцентом на коневодство. У нагаев были поселения городского типа, в том числе столица Ногайской Орды, но уже поздней Ногайской Орды, уже бежавшей, собственно говоря, из Золотой Орды, от чумы и от войны с Тимуром, это Сарайчик или Сарайшик на Волге. Не на Волге, на Яйке, на Урале. Но все же это не получило такого развития, как в Золотой Орде и ханских преемников. Нагаи, именно потому, что они были только одним из улусов, не имели хана из чингизидов. Возглавляли их мурзы разной знатности. Поэтому их государство носило до самого конца название Орды, а не ханства. Именно Ногай Ордусы, не Ногай Ханлары. В социально-экономическом и политическом плане Ногайская Орда напоминала половецкие орды домонгольского периода.
Это в известной степени облегчало процесс добровольного перехода некоторой части ногайцев под власть иных государств. Случайно или нет, но Ногайская Орда уже после того, как катастрофы прошлого там, 14-15 века, их последствия как бы уменьшились, разрастаясь, во-первых, распространялась преимущественно в зоне южных степей, во-вторых, довольно быстро стала делиться на новые образования – Большую и Малую Орду и на другие улусы, что тоже напоминает историю развития половцев. Для Крыма это имеет то значение, что один из крымских ханов, Сахиб или Сахиб-Гирай I, это 1532 год, 1551. То есть, обратите внимание, это примерно через 100 с лишним лет, это через 200 практически лет после окончания чумы, то есть 200 лет западная степь простояла пустой, когда уже и зараженные местности, и животные, их кости, и люди покрылись новыми слоями дерна, земли. И с момента войны с Тимуром, разгрома Золотой Орды, прошло уже 120 там, да, где-то лет. То есть тоже эти раны заросли. Так вот, Сахиб-Гирай I официально пригласил часть нагаев стать его подданными и расселил их по периметру Крыма, частично и в самом степном Крыму. Это компенсировало опустошение черноморских степей в предыдущие столетия. Учитывая, что Крымский полуостров всегда в значительной части зависел как в смысле потенциальных военных угроз, так и в смысле необходимости дополнительных продовольственных ресурсов от причерноморских степей, потому что в самом Крыму производство продовольствия было очень ограниченное. Горно-лесной Южный Крым практически не мог дать достаточно пропитания даже самим его обитателям. Они всегда вынуждены были торговать, в том числе продовольствием, вот там фруктами своими, там рыбой, какими-то ремесленными изделиями для того, чтобы с севера завозить и мясо, и зерно. Расселение там нагаев укрепило на тот период и безопасность ханства, находившегося в частых военных конфликтах со своими соседями, и улучшило снабжение полуострова продуктами животноводства, поскольку население, собственно, Крымской степи все более осваивало земледельческие технологии, сокращая без того небольшие пастбища. В свою очередь, нагаи, в том числе и заперекопские, осваивали культуру земледелия, преимущественно пахотного, зернового. По свидетельствам очевидцев, я просто разговаривал с потомками нашей диаспоры XIX века в Турции. Когда крымские татары несколькими волнами эмигрировали на территорию Османской империи, в том числе в Анатолию, они привезли с собой устойчивый навык земледелия, выращивание пшеницы и других зерновых. А национальная кухня, которую они привезли с собой, делала акцент на мучных блюдах с добавлением мяса и молочных продуктов, этим заметно отличаясь от традиционной турецкой кухни, делающей акцент на овощах и собственном мясе. А наибольшая часть крымско-татарской диаспоры в современной Турции – это как раз представители степных татар и нагаев. Что неудивительно, потому что как раз из степной части Крымского ханства, его основной, большей части, и были основные волны эмиграции. С территории Крыма как такового они гораздо были меньше и реже. Кроме того, в заперекопской части Крымского ханства одним из традиционных праздников был Сабантуй, праздник плуга, аналог Сабантуя у татар Поволжья и башкир, отмечаемый в июне после окончания посевных работ. На территории самого полуострова нашего крымского этот праздник неизвестен, и если произнесешь это слово, большинство крымских татар воспринимает его как слово казанское. Хотя еще в 20-е годы 20 века крымские татары в районе Мелитополя, который тоже был в свое время основан на части ногайских и татарских земель, проводили этот самый Сабантуй. Кроме того, нагаи к моменту поселения в Крымском ханстве уже несколько веков были мусульманами. Есть версия, что эмир Эдиге даже среди своих предков имел потомка пророка Мухаммеда. Их появление достаточно резко сместило баланс среди тюркоязычного населения государства в сторону мусульман. Хотя были и противоположные примеры. Часть ногаев после распада общей Ногайской Орды
еще несколько веков назад перешла на службу царскому правительству, приняв христианство. Они получили отдельный социальный статус казаков. Проживают они преимущественно на территории Челябинской области, переселенные туда царским правительством, и у них самоназвание Нагайбаки. Потомки средневековых нагаев, сохранивших свою этническую идентичность, сейчас живут в нескольких субъектах федерации, размещающихся на территории, где традиционно проживали нагаи. Дагестан, где существует Нагайский район, Ставропольский край, буквально несколько аулов, Карачаево-Черкесия, там тоже есть официальный Ногайский район, Чечня и разные другие места. Надо сказать, что младший жуз казахов фактически состоит, то есть это северо-западный Казахстан, в районе Актюбы и так далее, он практически состоит из потомков ногаев, которые, конечно же, консолидировались в общеказахскую нацию. Я не знаю, насколько они сохранили особенности произношения, потому что для ногаев, именно восточных ногаев, характерна фонема «дж», а для казахов как бы чистое «ж». «Джол» или «жол», «джок» или «жок», как у казахов. Но, тем не менее, так же, как население полуострова Мангышлак. Кстати, обратите внимание, Мангышлак, это на русский манер. Мангышлык – это опять-таки что-то мангышское. Это опять вот тот же самый корень манг или мин. Они, как и другие народы в своем историческом развитии, претерпели изменения как во внешнем облике, так и в культуре в результате контактов с соседними этносами. В настоящее время в России их насчитывается по переписи 2010 года около 100 тысяч человек, по миру еще около 30 тысяч. Хотя, опять-таки, дело в том, что в официальной переписи в Турции какие-либо национальности не учитываются, но в Турции работает несколько ногайских обществ, и по их оценкам потомки нагаев, эмигрировавших в Турцию, составляют несколько сот тысяч человек. То же самое можно сказать и о добруджинских татарах, которые, то есть татарах в Болгарии и Румынии, часть из которых себя называют ногаями и даже имеют отдельные организации. В Крыму в нескольких селах проживают семьи нагаев из Дагестана и Чечни, но это поздние переселенцы 91-х годов прошлого века, когда начались войны на Кавказе, несколько семей приехали в Крым, они не связаны напрямую с Крымом непосредственно. Надо обратить внимание, что таким образом уже к моменту Крымского ханства, то есть к концу 15 века, к началу 16, то есть 1400-1500 годы, в Крыму, на полуострове и вокруг полуострова, на территориях Крымского ханства, на Северном Кавказе, так называемых южно-русских степях, как сейчас они называются, или Южной Украине, так называемой сейчас, существовало 3 тюркских этноса, которые были очень близки между собой, но все-таки различались. Это, условно говоря, степные татары, тогда они просто как бы себя называли татарами, ногаи, о которых я говорил, и талгачи. Они первоначально заметно отличались своими традициями, говорами, искусством. Еще раз, степные татары – это те, кто сформировались в Крыму в ходе завоевания Бату, смешения пришлых кыпчаков, части монгол с местными куманами-половцами. Ногаи – это в Золотой Орде более северный улус. Крым, правда, в него тоже входил, но основное население степной части, которое вынуждено было после 1346 года бежать на восток от чумы, за Волгу, и потом воздерживаться от участия в войне с Тимуром. И они снова появляются в районе Крыма, начиная только с 1500-х годов. А талгач – это интересная такая часть. Это тюркское население до татарского, до батыйского нашествия,
которые в себя включили как половецкие роды, так и неполовецкие, печенежские и более ранее аланские и всякие такие. Талгаче. Вообще, вот со словом талгаче, так же, как со словом черкесы, есть определенное, как сказать, недопонимание, связанное с разницей в языках. То есть, слово черкесы на русском языке воспринимается как множественное число от слова черкес. Точно так же, как наоборот. В литературе в русской говорят или пишут талгач. А на самом-то деле талгаче на тюркском и то, и другое. Потому что черкесы – это чирикисы, кисы – кши. Но раз кисе – это как раз указание на то, что это тюрки еще до половецкого периода. Хотя у некоторых половцев тоже было не ше, не че, а с. Чирикисе, то есть вооруженный человек. И это не множественное число, а просто тюркское слово. Словосочетание. Вооруженный человек. Чирикисе. А талгаче – это тоже тюркское слово именно половецкого, кыпчакского корня тау – гора. И, опять-таки, оглушенная аффикс, означающий «до чего-то». В крымстатарском языке сохранилась и сейчас укоренилась больше звонкая форма, то есть «гаджи», «вахыт гаджи» до какого-то времени, там «кельгенджик» до того, как придет и так далее. А как бы чисто кыпчакском не «дже», а «че». Вот в моем родном диалекте, например, говорят не «беринджи», а «беринче». Или, допустим, говорят не язудже, а язуче. Так вот, талгаче – это до гор. Те, кто живут до гор. Это не этническое название, а такое региональное название. Кто жил в Крыму до гор? По-русски говоря, в предгорьях. К предгорьям были прижаты преимущественно остатки тюркских родов и племен, которые жили здесь даже еще до иногда половецкое время, иногда в половецкое время, но которые как бы к горам были прижаты официальными победителями вот в войне монгольском нашествии татарами, которые тоже были тюрками. Судя по всему, это были все-таки преимущественно половцы, отсюда и талгаче. Хотя, опять-таки, они не были только половцами, потому что название не этническое, а региональное. Это подразумевает, что все предгорные так именовались, но если бы это был один народ или одно племя, он бы носил свое имя. На самом деле, среди талгаче у нас встречаются люди из аргынов, из кыпчаков, там, из разных других. Надо посмотреть историческую топонимию Крыма, как называются села в этих районах. Эти карты, к счастью, сохранились, можно это уточнить. Но в последующем, понятное дело, что и более ранние тюрки, и татары, и как бы относительно поздняя часть нагаев, которая тоже поселилась в Крыму, часть нагаев меньшая, они оказались очень близки и по языку, и по культуре, и по жизненному укладу, и поэтому практически к концу существования Крымского ханства, там, к 1700 годам, началу 1800-х, между ними грани стерлись практически, особенно последующие многочисленные перемещения внутри Крыма, массовая иммиграция, а также депортация и возвращение из нее кардинально изменили карту расселения и внутриэтнические границы среди самих крымских татар. Сейчас всех крымских татар, имеющих степное происхождение, не очень точно обобщенно именуют ногаями. Но сами крымские нагаи себя рассматривают как часть крымстатарского этноса, хотя и знают о существовании нагаев как отдельного народа на Северном Кавказе. Опять-таки, о северокавказских нагайцах нужно сказать, что, по сути говоря, они все выходцы из Крымского ханства. Они обособились от крымских татар и трансформировались как бы в отдельные народы уже во времена завоевания Кавказа царской Россией. И даже я вам скажу, что часть нагайцев, которые живет в Карачае, в Дагестане, имеют свое происхождение из Северного Причерноморья. Я лично знал людей из карачаевских нагайцев, которые помнят, что исторические земли их рода
находились в районе нынешнего Запорожья, потому что Запорожье, как город, появилось уже в царские времена, и нагайцы оттуда были изгнаны, истреблены, заселены русскими украинцами и так далее. То есть, по сути говоря, получилось так, что разрушение Крымского ханства в этом смысле оно разрушило и процесс консолидации тех тюрков, которые жили в рамках Крымского ханства к настоящему времени, если бы не эти трагедии. А это в самом деле трагедия, потому что я сегодня записываю эту лекцию 2 октября 2023 года. Нагайцы всего мира отмечают 1 октября как День национальной трагедии, потому что через примерно полгода после объявления Крымского ханства частью Российской империи 8 апреля 1783 года, 1 октября 1783 года Большой Ногайский улус на Северном Кавказе был окружен царскими войсками, донскими казаками, частично калмыцкими отрядами, и было произведено ночное нападение. Это не была чистая армия, это были кочевья, и на протяжении суток нагайцы отчаянно бились, но по некоторым оценкам минимум 500 000 человек, включая женщин и детей, было истреблено 1 октября, и это положило начало нагайской катастрофе. Выжили только те, кто, в конечном счете, с поля битвы смогли уйти или в это время находились где-то на какой-то приличной дистанции. Поэтому, собственно говоря, один из многочисленных средневековых народов, доминировавший в западных степях, в степях Золотой Орды, потом вокруг Крымского ханства, он превратился в такой очень малочисленный народ, но плюс последующая иммиграция, как и у крымских татар. И процесс консолидации, когда не только крымские нагаи, а все нагаи Крымского ханства и татары, и все остальные могли бы сейчас быть объединены в единый крымско-татарский этнос, он был насильственно прерван и разрушен. По сути, создание Крымского ханства в 1441 году и поселение нагаев на его территории в организационном и этническом плане запустило процесс консолидации тюркоязычного, не только тюркского по происхождению, а мусульманского населения и постепенную его трансформацию в новую тюркскую нацию крымских татар. Сделаем по этому поводу некоторые выводы. При наличии множества нерешенных проблем, связанных с этногенезом и этнической идентичностью кочевых народов, населявших разные периоды степную часть Крыма, к настоящему времени можно обоснованно допустить, что, во-первых, при смене этнических названий и политических объединений либо государств, контролировавших эту территорию, часть прежнего населения оставалась на ней, сливаясь или ассимилируясь, или ассимилируя вновь приходившие группы. Так, в принципе, появились ногаи, так, собственно говоря, появились сами татары вместо разрозненных канлы или печенегов половецких родов племен. Новый слой слился с теми, кто жил на этой территории. Его название было принято, потому что это были победители, и это был синоним слова «тюрк», общего для всех, несмотря на родоплеменные различия. Во-вторых, существует значительная преемственность как в генетическом плане, так и в сфере материальной и духовной культуры между древнейшим степным населением Крыма и представителями его коренных народов в настоящее время, включая язык и антропологию. В-третьих, синтез общекрымской культуры шел с участием и вовлечением культуры степных кочевых народов всей Евразии и особенно при Черноморье и Северного Кавказа. Четвертое. Базовое название наиболее крупного из коренных народов Крыма татары сложилось еще до оформления Крымского ханства в отдельное государство. Позже, в связи с обособлением Крыма от Золотой Орды, оно трансформировалось в крымские татары. В его состав вошли как потомки кочевых этносов Крыма, перешедших в течение веков к оседлости и частичному земледелию, так и потомки нетюркских этносов, принявшие ислам. В-пятых, этнические группы, принявшие или сохранившие иные монотеистические религии,
образовали другие средневековые народы Крыма, потомки которых дожили до наших дней, сохранив в основном свою этническую идентичность и культуры. В-шестых, фактором общности между культурами разных крымских народов стали разновидности тюркского, агузо-кыпчакского или агузо-половецкого языка, обеспечивавшего свободное общение между ними. Так что это за язык? Возьмем то, как этот язык называется на языках коренных народов Крыма. По-урумски, урумча, его называют урум, урумтыли, но и в то же время еще и татартыли. По-караимски карайтыли, или как бы на официальном литературном караимском средневековом лешон татар на иврите. То есть поскольку караимы использовали рамейскую письменность, древнееврейскую письменность для написания, то иногда и термин используется. Лешон татар, то есть язык татар, язык караимов Крыма. По-крымчакски крымчахтыли, и у караимов и у крымчаков иногда используется еще выражение чагатай. На армяно-кыпчакском носители армяно-кыпчакского языка обозначали свой язык, к сожалению, в Крыму нет, и уже их фактически не сохранилось. Остались метисы, потомки армян-кыпчаков в городе Ростов-на-Дону, там, может быть, в округе, в так называемом Первомайском районе или Пролетарском районе, то есть потомки основателей поселения, которое позже стало районом Ростова-на-Дону, Нор-Нахчеван. Так вот, они называют свой язык трояко. Кыпчактылы, то есть кыпчакский язык, безымтыль, и еще и татарча. Все они входят, по классификации, одной из классификаций тюркских языков, к половецко-кыпчакским, хотя, разумеется, они включают в себя и агузские элементы. Иначе говоря, по составу это язык в основном кыпчакский, можно сказать, куманский, потому что кыпчаки тут немножко расширительно трактуются, опять-таки, не все половцы кыпчаки, с некоторым влиянием агузского, наиболее близкий, по общему мнению, к историческому половецкому языку, обозначаемый самими носителями языка преимущественно как кыпчакский или татарский, что, опять-таки, для них было и есть равнозначным. В следующей части цикла аудиолекций о народах Крыма вы познакомитесь с одним из коренных народов Крыма – крымскими татарами. Вы узнаете, как формировалась их история и как Крымское ханство способствовало появлению и консолидации крымско-татарского народа.